Посвящено Международному дню коренных народов мира. Елена Христофоровна Голомарева. Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Покатаев. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Андрей Васильевич Кривошапкин. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константин Васильевич Рубин. Ассамблея народов Республики Саха-Якутия во главе с председателем Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия и председателем русской общины Республики Саха-Якутия Александром Григорьевичем Подголовым. Коммерческий директор акционерного общества РИК Плюс Павел Николаевич Багынанов. Международный день коренных народов мира, отмечаемый ежегодно 9 августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день, в 1992 году, состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором говорилось: в этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов. Имеет в основе своей понятие ритуальной чистоты, с которой должны решаться самые животрепещущие вопросы жизни народа. Проводились очистительные обряды с использованием огня и дыма от различных растений. По представлениям северных народов, окуривание дымом покойника человека, животных, всех вещей и предметов считалось тем магическим средством очищения, после которого изгоняется дух болезни или духовного скверны. Говоря же языком медицины, уничтожались болезнетворные микробы, бактерии, вирусы, зла, боль. Представлялся чаще в виде старой женщины или в виде старика. Домашний очаг стремились постоянно поддерживать. Духа хозяина огня, покровителя домашнего очага, семьи, рода постоянно кормили кусочками лучшей пищи. К нему обращались с различными просьбами. На свадьбах молодую жену, вводя в дом мужа, обводили вокруг очага. Она кормила огонь, чтобы духи нового рода приняли ее. У эвенков был известен обряд приобщения новорожденных к семейному очагу. Ребенка вносили в жилище и мазали ему лицо сажей, говоря: огонь. В древние времена на всей территории Якутии жили многочисленные племена юкагиров. Дорогие родичи, от имени нашей большой ассоциации мы поздравляем вас с Днем коренных народов мира. В этот день мы разжигаем свои родовые огни. И пусть каждый народ от всего сердца благодарит Дух огня, чтобы Дух огня помог
всем нашим сородичам тяжкие, длинные, морозные дни и ночи, северные, очень темные, длинные ночи. Наш костер всегда помогает, испокон веков нам, согревает нас, кормит нас. Поэтому мы от всего сердца дарим самые лакомые куски. Вам не мешаем? Не хотите? Юкагирский костер, костер древних юкагиров, а вокруг разожгли свои костры все народы нашей республики на нашей благословенной земле. Мы просим наши духи хранить нас и наших близких. Мы северяне сильны взаимопомощью. Мы, северяне, всегда помогаем приходим самые тяжелые дни, чтобы сосед наш, который может голодать, может в холоде мерзнуть, чтобы они не мерзли. И вот сейчас от каждого мы просим, чтобы вы принесли по щепку, чтобы разжечь больше наш огонь, костер дружбы. Таким образом мы раздвигаем наши костры. Вот костер дружбы все становится больше и больше. И мы тоже испокон веков все народы севера любят и задавливают дух огня. Каждый народ вносит лепту в этот огонь дружбы. Это Юкагирский костер. Юкагир отын сугума, бигini bu hodgu морозтары, рутун, свободун, центататунтун. Пусть этот костер дружбы освещает наше будущее. И мы, все народы, которые собрались здесь, мы благодарим Духа нашего огня, дружбы. Праздником, дорогие друзья! Пусть в этот прекрасный день все духи хранят нас И наших близких, наших родных. Пусть дух огня хранит все наши народы. Этот Замечательный день коренных народов мира. Мы поздравляем не только наших сородичей, но и других народов, которые являются коренными на этой земле. Да здравствует этот день, день коренных народов мира. Может быть, сделаем общий ход.
Ложку на варенье положила. Прямо самовар. Давайте как будто оточен самовар. Приглашаем всех в середину площади для прохождения обряда очищения. Природными богатствами, а самое главное – свои. Край изумительной первозданной красоты. Ковриков и 100 кумаланов к столетию Якутской АССР, изготовленные руками мастериц из числа коренных народов Севера, как символ северного солнца, символ жизни, символ сохранения родных истоков. Кочевье – праздник дружбы, кочевье – праздник содружества. Да здравствует Якутия, территория мира и согласия. Со столетним юбилеем, родная Якутия! Столетнему юбилею, столетию образования Якутской АССР. Якутской АССР награждается Христофорова Любовь Викторовна, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации Совет старейшин Юкагирского.
образа жизни народов севера Республики Саха-Якутия и активную старейшин юкагирского народа. 100 лет Якутской АССР награждается Шадрин Вячеслав Иванович, И законами, которые приняты в отношении коренных малочисленных народов, которых у нас проживает 5 народов. Эвены, эвенки, чукчи, юкагиры, долгане, русские старожилы. Наша республика сегодня гордится теми законами, которые решают задачу сохранения уклада жизни. И я бы сегодня, никто вот на этой площади не знает, есть такой закон, который объединил все народы. Благодаря подголову Александру Григорьевичу, председателю Ассамблеи народов республики, федеральные программы. Над этими программами работали тоже парламентарии нашей республики. И в котором появился совершенно новый раздел о государственной поддержке традиционных видов хозяйствования. Благодаря чувствуется. И знаете, в целых 5 арктических улусах сегодня строятся центры логистические. И стоимость продуктов питания будет такой же, какой в городе Якутске. Большая работа сегодня проводится нашим правительством. И с этого... Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, самых лучших лагерях нашей страны. Это есть большая работа. Тема 2022 года «Роль женщин коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний». Символично, что тема празднования совпадает с объявленным Годом Матери в Республике Саха-Якутия, Годом нематериального культурного наследия народов России и столетним юбилеем Якутской АССР. 9 августа – это дань уважения богатейшему культурному наследию коренных народов мира. Дорогие друзья, уважаемые гости, вот уже на протяжении 10 лет в Международный день коренных народов мира проводится национальный обрядовый праздник коренных народов севера Якутии Кочевье. Главная задача праздника – еще раз обратить внимание к простым и глубоким вещам, подчас забываемым в суете современности, трепетному и вдумчивому отношению к природе, почитанию предков, уважению к человеку, душевному равновесию и гармонии. Для сохранения первозданности традиций, впитывающихся в новую жизнь будущих поколений. Для торжественного открытия национального обрядового праздника коренных народов севера Якутии Кочевье-2022 на сцену приглашаются почетные гости. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Народный депутат, председатель комитета по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Голомарева. Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погадаев. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Андрей Васильевич Кривошапкин. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия
Константин Васильевич Рубик. Исполняющий обязанности начальника управления общественных связей и молодежной политики окружной администрации города Якутска Андрей Робертович Михайлов. Коммерческий директор акционерного общества РИК Плюс Павел Николаевич Багананов. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Дорогие друзья, позвольте мне от имени руководства республики, от имени правительства поздравить вас с сегодняшним днем. Сегодняшний день мы отмечаем в республике 10-й раз. И этот день, он не случайен, утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году в знак уважения и почтения коренным народам мира, страны. И мы, правительство республики, сегодня работает через реализацию государственных программ, в том числе и для тех народов, коренных народов, которые проживают на территории нашей республики. Я глубоко с уважением отношусь к тем людям, которые чтят, любят, живут по законам своих предков на своих коренных землях, приумножая, продолжая традицию, память, сохраняя язык и быт, и культуру народа. Благополучия, успехов, удачи, самое главное — здоровья. За Россию, за президента, за победу. Еще раз с праздником. Спасибо большое. За вклад в социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, активную общественную деятельность, благодарственным письмом Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия награждается Туприна Пелагея Ивановна, заместитель директора Юрюн-Хаинской средней школы, руководитель детского ансамбля «Уохтала». Благодарственным письмом награждается Туприна Пелагея Ивановна. Благодарственным письмом Министерства по внешним связям и делам народов Республики. Закон. Уникальность в том, что этот закон сохраняет традиционный образ Долганского народа. Долганского народа. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаилу Александровичу Погадаеву. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, уважаемые гости, дорогие сородичи, от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия позвольте поздравить всех с Международным днем коренных народов мира. Ежегодно 9 августа эта праздничная дата объединяет представителей коренных народов со всех уголков нашей планеты. Знаменательно, что этот год является значимым для нас. Мы отмечаем историческую дату — столетия образования Якутской АССР, а также
этот год посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Решая задачу сохранения и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Севера, сейчас самое время, чтобы представить красоту Арктики, Севера, красоту нашей республики. Традиции – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Благодаря подобным мероприятиям мы знакомимся с историей и культурой этносов, открываем для себя что-то новое, а значит, лучше понимаем себя и взаимодействуем в современном мире. Хочу поблагодарить жителей нашей республики, которые вносят вклад в сохранение самобытности нашего северного арктического края, потому что Якутия – это особый край. Она восхищает своим своеобразием традиций, самобытной культурой коренных народов. Северные народы представляют особую группу этносов в мире. Это уникальный народ, который максимально ориентирован на жизнь в гармонии с природой и сохранение своей истории. В суровых условиях именно коренное население сохраняет языки, культуру, традиционный образ жизни и вековые промыслы. Бережно относится к традициям, трепетно передает свои знания детям. Могущество России основано на многообразии и единстве ее многонационального народа. Так давайте же укреплять это единство, основанное на равноправии, взаимном уважении и устойчивом развитии всех народов Российской Федерации. Я думаю, что в единстве наша сила. Дорогие друзья, сегодняшний праздник – символ истинных человеческих ценностей. В этот символичный праздничный день желаю успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия и процветания всем нашим народам. С праздником! Каждой семье, каждому народу. Спасибо вам, дорогие друзья. Уважаемые товарищи, я искренне радуюсь, передаю вам слова приветствия от имени президента Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Григория Петровича Дедкова с этим национальным нашим праздником. Хочу поздравить не только моих собратьев, но и всех собравшихся, которые все являются своей, в частности, мы желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким. Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия народному... Наша компания Саха Сирин оғылыры Арасулы сүтчата Жарға күрдік дейілін Мақталтылы етегін Үрі бүтін ұлығын Таңалайды тартыған Оғыр олы дейілін
Мичил! Мичил! Самгал! Самгал! Туску! Туску! Уруй! Айтал! Слово для приветствия участников и гостей праздника предоставляется председателю общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия Александру Григорьевичу Подголову. Добрый день, дорогие земляки! Поздравляю вас с этим замечательным праздником, Днем коренных народов. По большому счету, каждый народ где-то как-то все равно является коренным народом. И мне трудно сейчас представить нашу республику без этих замечательных народов, малочисленных народов Севера. Именно благодаря этим народам у нас еще сохраняется нравственность и мораль. И сейчас, в то трудное время, которое сейчас происходит в нашей стране и в мире в целом, именно эти народы являются той платформой, благодаря которым мы отстоим свои ценности. И я думаю, что именно вокруг них сейчас нужно объединяться, помнить и пропагандировать и популяризировать то, что они делают всю свою жизнь. Поэтому еще раз вас с праздником здоровья и любви! Дорогие... Добрый праздничный день, Якут! От всей души поздравляем вас с праздником! Все бывает в этой жизни, радости и печали. Главное, мой друг, не кисни, не расставайся с мечтами. После черной полосы наступает белая, а ну не вешаем носы, дальше жизнь веселая. А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. Жизнь у каждого своя, делай вывод и иди. Да, порой она сложна, вечное всегда храни. Настоящим надо быть, не разменивай себя, не существовать, а жить, всем сердцем эту жизнь любя. Все вместе! А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. И даже если она трудна, твори добро и люби. Счастья, мира, всего
культуры Республики Монголия и Республики Саха Балдорш Хухе. Ну а мы с вами встречаем на сцене Руслан Болгаров. Руслан Болгаров с национальным обрядовым праздником. Друзья, Сивцева Татьяна Васильевна. Именно Татьяна Васильевна придумала этот конкурс, и проводится он уже в 3-й раз. Давайте мы ее еще раз поприветствуем. Самай рах коту ситтен келбит. Бүгүнкү Сибирянка конкурсы кыттар жакталар бит. Мааны котунтар бит. Онна бар Россия бит угуттан, котуттан соғыргуттан, илинтен архантан, келбит чоннору эми агаддали бит. Дорогие друзья, от имени всех женщин, малочисленных народов Севера и Арктики, Республики Саха-Якутия, сердечно поздравляю вас 9 августа, Международным днем коренных народов мира. И мы сегодня, малочисленные народы, это тут количеством нас мало, а мы коренные. И мы сегодня 6 наших народов, наши прекрасные женщины, эвенты, долгане, чукчи, юкагиры и русские старожилы, великий русский народ. Сегодня мы покажем традиции, обряды, язык, культуру, самое главное, национальное жилье, национальную пищу, одежду, язык. Сегодня мы проводим 3-й раз, а это мы посвящаем нашему
юбилею, 100-летию образования Якутской АССР. Мы благодарны нашим руководителям, которые создали. И сегодня северянка дарит нашим, в советское время нашим лидерам, нашу акцию 100 ковриков столетию Якутской автономной социалистической республики. Пожалуйста, Великий Аюнский, к вашим ногам красивые ковры. Сегодня выставили всего-навсего 215 ковров. А обратите внимание, еще не учтенных сегодня, примерно, активисты сказали, около 500 штук. А это наше наследие. Сегодня, самое главное, мы проводим 3-й раз конкурс «Северянка». Дорогие друзья, наш праздник, обрядовый праздник народов Севера Кочевья 2022 продолжается. Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие жители нашего бескрайнего севера, наше почетное жюри. Давайте поаплодируем друг другу за этот праздник, за эту встречу. Чем больше аплодисментов сейчас будет, тем будет лучше нам. Итак, давайте всем нам вместе крикнем за нашу встречу дружное «Ура!» Молодцы! Ну что же, друзья, а наш праздник идет своим чередом, и мы с вами приветствуем 3-й республиканский конкурс «Северянка 2022». И, конечно, Второй победительницей в 2021 году стала наша уважаемая Аксинья Ефимова.